По словам отца мальчика Алихана Харсиева, его сын был абсолютно здоров до того злополучного вечера. 24 августа текущего года ребенок упал с турника и пожаловался на боль в ноге. Под утро состояние 7-летнего Мухаммада ухудшилось, после чего Харсиевы обратились в Малгобекскую районную больницу. В видеообращении, записанном отцом уже после гибели ребенка, он рассказывает о неправильной постановке диагноза и халатном обращении врачей. Как только видео стало вирусным и дошло до министра здравоохранения, в больнице Малгобека началась служебная проверка. Первый раз его принял врач детской поликлиники, врач-травматолог Санфиев Зеленхан Леонидович. Так, он сейчас где работает? Он работает в детской поликлинике врачом-терапевтом, травматологом. Оцените Аваза, занимаемый должность. С момента, как данный вопрос вышел в наше поле зрения, вообще изначально мы провели расследование, когда мы узнали, что с ребенком такая трагедия случилась, что исход был таким. Мы сразу же подняли карту, подняли все записи. Кто еще участвовал в организации помощи, кроме Санфиева? Кроме Санфиева, если считать врача-рентгенолога, другой, кто описал снимок, но к нему у нас нет никаких вообще по выполнению работы срок, вовремя и качественно. Далее Гандалуев тоже. Гандалуев принял Только здесь он впервые столкнулся с этим ребенком на ночном дежурстве, осмотрел его. Вы сами слышите, что он на ингушском языке очень мягко беседует как с папой, так и с самим пациентом. Тогда нужно отстранить Санфиева на время проведения службы. Тщательно провести служебную проверку в МЦРБ на предмет оказания помощи. Дальше вторую группу специалистов направить в детскую республиканскую больницу. Специалиста, который оказывал и участвовал в организации помощи этому ребенку в детской больнице, отстранить от занимаемой должности. Результаты служебной проверки в недельный срок до 18 числа доложить. По словам отца, ребенок мучился сильными болями, жаром и рвотой несколько дней. Лечение, назначенное докторами, не помогало. Мальчик не был госпитализирован. По каждому факту ведется проверка. Балаев распорядился ежедневно докладывать ему об этапах проверки. По данному обращению изъята вся медицинская документация, изъяты рентгеновские снимки, описание этих снимков. Кроме того, нами предоставлена аудио и видеозапись проводимых осмотров по обращению данного пациента. По результатам оценки оказания и качества оказания медицинской помощи в ГБУС МЦРБ будет дана правовая оценка. Через несколько дней после несчастного случая и нескольких обращений в Малгобекскую больницу 28 августа ребенка в 5 утра доставили в детскую республиканскую клиническую больницу. Здесь, по словам врачей, Мухаммада готовили к операции. Ребенок поступил 28 августа в 5 часов утра. При обращении был направлен с МЦРБ, где был осмотрен хирургом и выставлен диагноз острый аппендицит, направлен к нам в ДРКБ. При поступлении ребенок был осмотрен педиатром и вызван хирург. Значит, тут же в приемном был осмотрен хирургом дежурным и в экстренном порядке по тяжкому состоянию был госпитализирован в хирургическое отделение. Диагноз при поступлении перитонит неясного генеза, интоксикационный синдром. Значит, в отделении хирургии ребенок находился с 5 часов до 8 часов 50 минут. Значит, он был осмотрен в 8:50, был осмотрен реаниматологом и взят в оперблок для проведения операции диагностической лапароскопии. За 3,5 часа, что ребенок находился в хирургическом отделении, он получал инфузионную терапию в необходимом объеме и антибактериальную терапию. Как я сказала, в 9 часов он был взят в оперблок.
При даче наркоза у ребенка произошла первая остановка сердечной деятельности. Тут же в оперблоке была оказана необходимые реанимационные мероприятия и была восстановлена сердечно-легочная деятельность. Ребенок был переведен в отделение реанимации. Уже в отделении реанимации и анестезии у ребенка была уже вторая остановка сердечной деятельности, и опять были проведены необходимые реанимационные мероприятия. Сердечная деятельность, сердечно-легочная деятельность повторно восстановилась в 10:40. В 10:40 восстановилась, и в 11:15 была третья остановка сердечно-легочной деятельности. И активные реанимационные мероприятия уже эффекта не дали. Была констатирована биологическая смерть. Маленький Мухаммад не дожил до своего 7-летия всего несколько дней, что явилось реальной причиной гибели ребенка. Родители надеются, что справедливость будет восстановлена, а виновные наказаны. В Министерстве здравоохранения республики обещают разобраться в этом резонансном деле. Зарима Ивлоева, Магомед Даскиев, Новости 24.